Сегодня в Сыктывкаре простились с актером Республиканского театра драма Петром Каледенковым. Его не стало в прошлую пятницу. Выпускник Ярославского театрального института приехал в коме в 1984-м и сразу же стал ведущим актером. Всегда играл жизнерадостные и светлые роли. Многим он запомнился как главный Дед Мороз республики. Елена Кононова продолжит. В фойе драмтеатра царит непривычный полумрак. На стенах черные занавески, изящные люстры перекрывает черная ткань. В руках у людей букеты с четным числом цветов. Актриса Галина Микова едва сдерживает слезы. С Петром Каледенковым она сыграла не один спектакль. Он был Антонием ее Клеопатры, супругом ее Аделаиды, замечательным, чутким партнером на сцене и чудесным человеком в обычной жизни. Петр Васильевич всегда приходил на помощь всем и в любое время суток. Этакий рубаха-парень. Галина Аркадьевна вспоминает, Петр Каледенков пришел в театр в 1984-м. И сразу же получил главную роль в спектакле «Вдовий пароход». Это было сложно представить, без улыбки, без его смеха. Это вот его какая-то характерная такая была черта. Я вот просматривала фотографии, на всех фотографиях он сияющий, жизнерадостный. И так странно видеть его неподвижным. Он любил театр. Готов был играть любые роли, не обязательно главные, никогда не отказывался от массовок, а еще обожал быть в гуще общественной жизни. Без него не проходило ни одно мероприятие. Когда был День пожилых людей, мы с Петром Васильевичем на моей машине ездили поздравлять ребят, наших пенсионеров. Вот. И самое интересное то, что когда Петр Васильевич приходил в дом, в любой дом, пенсионер, он знал по имени и отчеству не только кому мы пришли, но и мужа, и детей, и внуков. И он всегда расспрашивал, как там у того-то, какие отношения, как он там не болеет, как у него в школе дела. Он обо всех все знал. Когда мы приходили на кладбище, конечно же, он всех знал, где кто находится, где кто лежит. Это приказ за 16 декабря прошлого года о предстоящих репетициях спектакля «Саня-Ваня с ними Римас», где Петр Каледенков играл Петра Рудакова. Спектакль состоится в эту пятницу. Его готовили в память об Александре Требельгорне. Артист ушел из жизни год назад, когда труппа собиралась ехать на гастроли в Усинск. Актер тогда упал прямо в автобусе и умер на руках Петра Каледенкова. Теперь постановку покажут уже в память двух актеров. Жизнь артистов, она всегда так. Вот, что бы ни случилось, спектакль должен идти. И, конечно же, запланированный спектакль будет идти. Мы ведем других актеров, но, тем не менее, спектакль будут играться как раз в память и Сан Саныча Требельгорна, и Петра Васильевича Каледенкова. Он помнил наизусть все дни рождения и все праздники. Он никогда и никого не забывал поздравить, даже самым неожиданным днем, например, с днем бухгалтера. Сейчас СМС от него уже никогда не будет, с горечью говорят коллеги. В их памяти Петр Каледенков навсегда останется светлым человеком-праздником, как в этом фрагменте программы «Золотые годы». Елена Кононова, Константин Стратиенко, телеканал Юрган.